Ванса Давидовна, расскажите, пожалуйста, почему вы решили работать именно в области психиатрии? Мне эта профессия досталась по наследству, скажем так, от дедушки. Дедушка у нас, Константин Давидович, проработал более 50 лет психиатром. Мама психиатр, нарколог, мой дядя был психиатром-наркологом. Ну и, соответственно, я тоже выбрала. Долго мне думать не пришлось, я выбрала эту профессию. И у нас с ней случилась взаимная любовь. Так что... То есть вы абсолютно не жалеете о своем выборе? Совершенно. Мне очень повезло, помимо семьи, еще мне безумно повезло. Я практически выиграла в лотерею моих наставников, нашего профессора психиатрии Александра Лимбича. И по сей день я ему безумно благодарна за тот труд, который он в меня вложил. Я надеюсь не подводить наших старших. И что больше всего мне нравится в этой профессии, это то, что у тебя есть реальная возможность помочь человеку. И когда к тебе приходит пациент и говорит: спасибо, доктор, я так счастлив, давно не был, ну, оно стоит всего на самом деле. Это прекрасно. Спасибо. По статистике Минздрава в России живет 612 тысяч человек с психическими расстройствами, но большинство из них остаются без помощи специалистов. В Абхазии нет общей базы данных, какое именно количество людей нуждается в психиатрической помощи, неизвестно. Без такой базы данных работа всех служб усложняется. Ярна Вардания не просто осветила тему психиатрии в нашей стране, но и провела акцию, в которой приняла участие Национальная библиотека. Я безмерно рад тому, что стали появляться волонтеры молодого возраста, люди, которые еще помимо этого работают. Сами понимаете, в Абхазии сложная ситуация психологическая. Есть больные люди с психическими расстройствами. Поэтому чтение само по себе помогает. Терапия чтения помогает таким категориям. И вот было обращение в Национальную библиотеку этой группе. Во главе, насколько я знаю, есть Ярна Вардания. Но попросили ряд книг. Мы имеем такую возможность подобрать, передать безвозмездно, чтобы эти книги уже находились непосредственно там, где это востребовано. Сложные, большие психические, как мы называем, большая психиатрия, да, это там в основном тяжелая умственная отсталость, шизофрения, этого не становится больше, ну, откровенно говоря. Оно было, есть и будет всегда 1%. Всегда. Это вот, ну, как бы закон эволюции. Но невротических и пограничных состояний стало больше. Но есть тут другой момент. Может быть, на самом деле просто чаще стали люди обращаться. Уже они не хотят переживать сложные какие-то переживания, невротические уже самостоятельно, там, в домашних условиях. Они хотят прийти и облегчить свое состояние. Может быть, за счет этого. Но вообще, в целом, на самом деле этого стало больше, потому что эволюция человека и головного мозга, она не успевает за технологической эволюцией. То есть происходит такая ситуация, что огромный наплыв информации очень является стрессовым фактором для нашей нервной системы. Все вот, интернет, гаджеты, информационный мусор, вот этот поток, который мы получаем ежедневно, это все негативные эмоции, это все стрессовые факторы.
начиная от новостных неприятных лент, заканчивая, ну, опять же, мелкими склоками и разборками, там, которые могут находиться в маленьком сообществе. И это все подтачивает нервную систему изо дня в день. Поэтому таких пациентов, безусловно, стало больше, ну, на самом деле. Пациентов с зависимостями тоже стало больше, с химическими зависимостями, но сейчас оно меняется. Если раньше это были в основном пациенты с зависимостями, связанными, ну, опийные зависимости, то сейчас это больше психостимуляторы, вот эти соли, всем известные, интернет-зависимость. Кстати, очень актуальная сейчас проблема. Это реалии, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Вы не работаете в психиатрической больнице более 2 лет. Что послужило причиной ухода? Ну, на самом деле у меня немножечко сменился фокус внимания на детскую психиатрию, опять же, на пограничную психиатрию, на состояние неврозов, депрессии, больше вот на вот это. Поскольку я видела, что в государственную психиатрическую больницу, ну, не хотят люди обращаться, опять же, в связи со стигматизацией в обществе, что не хотят становиться на учет. Это все понятно, почему не хотят становиться на учет. И они имеют на это право. Каждый человек имеет право на анонимное лечение, на анонимное обращение, безусловно. И я стала понимать, что эффективность от моей работы, она снижается. Для того, чтобы развиваться дальше, мне как бы нужно было уйти в свободное плавание, скажем так. Поэтому я ушла из психиатрической больницы, хотя там замечательные люди, замечательный коллектив. По мнению абхазского омбудсмена Асиды Шакрыл, самая большая проблема психиатрии в том, что отсутствует закон о психиатрической помощи. Но не может существовать, да, учреждение, не может, но деятельность никак не регулируется. Ну, это вообще, я не знаю, хотя главврач говорил о том, что какой-то законопроект готов. Это означает... Ну, в разработке, но это означает, что я надеюсь, что все-таки депутаты парламента услышат, да, что такая проблема стоит. Нужно все-таки решить эти вопросы, и это очень важно, потому что там, это же категория, очень уязвимая категория, да. Люди, страдающие психическими, да, расстройствами, это очень уязвимая категория. И поэтому здесь особенно надо отрегулировать взаимоотношения все, да, и все, что касается их вот, жизни в самом учреждении, что касается их помощи, все должно быть отрегулировано до мелочей. Проблема психического здоровья для Абхазии актуальна, но стигмы и социальный хвост – это то, что сегодня препятствует тому, чтобы доктора могли оказать помощь в том объеме, который необходим гражданам. Существующие стереотипы вынуждают людей стесняться обращаться к психиатрам. Судьба какого из пациентов вам больше всего запомнилась? На самом деле их сейчас очень много, и так даже навскидку сразу сложно будет вспомнить, но почему-то в первую очередь сейчас на ум приходят какие-то грустные истории. Вот, например, была у нас одна пациентка, которая при жизни, у нее не было семьи, но, по всей видимости, она уже ныне покойная. У нее, по всей видимости, были очень теплые, близкие отношения и с друзьями, и с родственниками, потому что, несмотря на то, что у нее не было своей семьи и своих детей, постоянно ее приходили навещать то дети друзей, там какие-то племянники и так далее. То есть она не была брошена, все всегда приходили, хотя она уже не узнавала никого. То есть у нее была болезнь Альцгеймера, она не помнила даже собственного имени, фамилии, и все равно ее приходили, навещали, приносили ей вкусности какие-то. Она не была брошена, они заботились. И
Под конец, когда вот уже она залеживаться начала, она уже не могла ходить, и было понятно, что ну вот это уже как бы человек доживает последние дни буквально. Ей было, наверное, за 90, она такая глубоко пожилая была. Мы ей каждый день пытались оказывать какую-то помощь. То есть это каждый день какие-то капельницы, уколы, мы все ее пытались спасать. Ну, человек явно мучается, видно, что как-то уже все это зря было. Тяжело об этом вспоминать, честно говоря. И на консультацию я позвала своего деда, Константина Давыдовича, чтобы он дал совет, что делать и как поступить с ней. И когда он пришел, он ее посмотрел назначение, сказал, ну вы все делаете правильно, больше ничего не сделаешь, к сожалению. И я тогда у него спросила, я говорю, дедушка, ну вот как-то что делать? Может не делать капельницы, потому что мы ее сюда, она как-то мучается только. И он мне сказал, так меня потянул за халат, он мне сказал, пока ты носишь халат, ты должна человека тянуть сюда, а не толкать туда. И как-то этот момент, он стал для меня очень знаковым. Мы всегда должны стоять на стороне пациента, если не хотя бы улучшить качество его жизни, если мы жизнь спасти не можем. Но должны биться до конца. Ремонт и реконструкция республиканской специализированной психиатрической больницы осуществлены при помощи Российской Федерации в рамках социально-экономического развития Республики Абхазия. Общая стоимость возведения корпуса и приобретения оборудования – 228 миллионов рублей. Тогда строительные работы проводились под личным контролем Александра Анкваб. На сегодняшний день, конечно же, крайне необходима функциональная лаборатория, кабинет оснастить нужно функциональной диагностикой для того, чтобы мы могли инструментарно определять какие-либо дополнительные заболевания, либо сопутствующие заболевания, которые могут также вызывать психические расстройства. Вот на сегодняшний день мы крайне нуждаемся вот в таком оборудовании. Это и энцефалограф, реоэнцефалографическое оборудование, это лаборатория для того, чтобы мы могли определять химический состав крови, общий анализ крови. Мы не можем на месте в больнице на сегодняшний день производить данные манипуляции. В Абхазии существует проблема подготовки психологов. В 2015 году директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института имени Бехтерева Николай Незванов отметил, что готов оказать консультативную и диагностическую помощь, используя развитие телемедицины и консультирование на расстоянии местных пациентов и врачей, а также подготовки научных кадров. Но в республиканской специализированной психиатрической больнице вопрос нехватки специалистов остается открытым. К сожалению, у нас нехватка специалистов, у нас детских психиатров нет, у нас клинических психологов крайне что мало, нам необходимо, чтобы это все было и в стационаре, и по районам такие специалисты, но на сегодняшний день больше всего это детский психиатр, и психолог, клинический психолог. Решение данного вопроса на сегодняшний день, конечно же, было бы, на мой взгляд, это при определении лимитов, наверное, когда направляют наших молодых на учебу по дефицитным направлениям, чтобы они в медицине могли обучаться. То есть, чтобы вот человека, когда, грубо говоря, направляют на учебу, и были бы ему даны рекомендации. На сегодняшний день в этой области, значит, у нас дефицит, здесь у нас пробел, в психиатрии, по детству, значит, в частности, я хочу сказать за психиатрию.
Вот. Было бы, конечно же, неплохо, когда вот в самом начале их направляют на учебу, им давались бы рекомендации, что вот в этой области у нас дефицит, и желательно было бы, чтобы вы стали таким вот специалистом в медицине. Было бы неплохо, конечно же. К счастью, у нас нет таких проблем, которые, опять же, не встречались бы в других странах. Почему я часто привожу опыт других стран? Потому что чем изобретать велосипед, всегда легче опереться на опыт более авторитетных коллег, скажем так. Основная задача, основная проблема, сложность заключается в том, что катастрофический кадровый дефицит. Вот это самое основное. Больница не может функционировать без врача. У нас жутчайший кадровый дефицит. Не хватает врачей, причем во всех направлениях. Если средний, младший медперсонал еще можно как-то найти, изыскать, замотивировать их работать, хотя все равно с осторожностью идут работать в психиатрический стационар, потому что там есть определенные сложности, а вот врачей не хватает. В первую очередь, наверное, все-таки подготовка кадров нужна, чтобы более разгрузить работу отделения. И не хватает отделений также. Опять же, если приводить в пример опыт зарубежных стран, основная масса сейчас пограничных состояний, невротических состояний в психиатрии находятся в отделениях при соматических больницах. То есть они лежат не как у нас, например, они разбросаны кто в кардиологии, кто в неврологии в основном очень любят находиться. В хирургии даже наши пациенты лежат и так далее. И это очень малоэффективно, и приходится консультировать, выездные какие-то консультации и так далее. Это очень сложно. Это усложняет терапию и наблюдение за пациентом. Усложняет работу врачу и усложняет жизнь пациенту. И, соответственно, отделению, потому что там должны лежать профильные пациенты. Наверное, создание специализированного отделения было бы очень кстати. И, опять же, это уже проблемы повсеместные, проблемы финансирования. Это не только наша какая-то уникальная проблема. Я думаю, что это в комплексе нужно будет решать. Как живут взрослые люди с психическими заболеваниями? Их жизнь проходит примерно по такому сценарию. Состояние острого психоза, госпитализация, выписка, возвращение домой, ежедневный прием лекарств. Психиатр ставит диагнозы и отвечает за медикаментозное лечение. Медицинский психолог занимается реабилитацией и следит за состоянием человека. В лучшем случае у пациента наступает ремиссия, но чаще всего после временного облегчения случается рецидив, и круг замыкается. У нас не выработана система выявления и оказания психиатрической помощи. Сегодня только одна республиканская психиатрическая больница выполняет все функции. Они каким-то образом реагируют на пациентов амбулаторно, которым нужно оказать помощь, и принимают уже стационарно, лечат и так далее. Но это не решение проблемы. На мой взгляд, все-таки надо для того, чтобы как-то всесторонне решать эту проблему, надо изменить подходы, изменить систему оказания психиатрической помощи. Что нужно сделать? В первую очередь, на мой взгляд, в районах, в поликлиниках или, отдельно какие-то амбулатории будут, но должны быть пункты, где будет штат психиатра или же, дежурного человека, который может дежурить какое-то время в поликлинике, для того, чтобы люди в этом районе могли обратиться туда, для того, чтобы их поставить на учет, для того, чтобы они были внесены в базу, и они бы, и через эти пункты, они бы
постоянно были бы под контролем. Например, люди, когда выписываются, да, на стадии ремиссии, они могут выписываться из психиатрической больницы, их отправляют домой. И вот на этом этапе, если они были бы под контролем, если бы поликлиника как-то, да, врачи там на местах следили бы, возможно, рецидива бы не было, и не было бы надобности их возвращать. Кстати, их же тоже содержать не так легко. Это очень большие расходы. Возможно, мы на этом бы тоже государство сократило бы, да, траты в том, что на человека, находясь в семье, в другой, да, в заботе, в любви и так далее, но получал бы своевременную медицинскую помощь. Мне кажется, и вообще надо идти в этом направлении. Надо как-то стараться, чтобы люди не находились в этих. Да, я не говорю о самых там тяжелых, которые, кроме как в стационаре, если их нельзя держать, но люди на разной степени тяжести, да, эти заболевания. И поэтому нам все-таки надо как-то более гуманному, да, более гуманного способа придерживаться. Поэтому я думаю, что нам надо разработать эту концепцию. Яжна Варданя посетила республиканскую специализированную психиатрическую больницу, пообщалась как с руководством, так и с персоналом, узнала о нуждах больницы. Как оказалось, больница остро нуждалась в стиральной машине. Яжна Варданя вместе с группой волонтеров обратилась к руководству администрации Гулрыпского района с просьбой оказать помощь в приобретении стиральной машины для больницы. Руководство администрации пошло навстречу и профинансировало такую акцию. Молодые активисты приобрели стиральную машину по оптимальной цене и на оставшиеся деньги закупили сладости для пациентов больницы. От лица администрации психиатрической больницы хочу выразить благодарность в адрес администрации Гулрыпского района за оказанную помощь в виде приобретенной стиральной машины и 20 коробок сладостей. И отметить содействие государственной телерадиокомпании. Огромное спасибо хотим сказать от всей администрации психиатрической больницы, телекомпании, абхазской телекомпании и плюс администрации Гулрыпского района и тем людям, которые непосредственно и сейчас, и до этого нам оказывали помощь по силе своей возможности. Есть фонды, есть частные люди. Сейчас непосредственно по именам каждого не можем сказать, но всем огромное спасибо. Мы каждой вещи нам даренному всегда рады, все достается больным непосредственно. Огромное спасибо и вам, и всем вашим родным, близким. Пожелаю мира, всем здоровья вам, счастья, удачи, успехов во всех ваших начинаниях. Огромное спасибо всем. Спасибо. Чужие для нормального мира. Как им помочь? Тема этого материала не о том, как нелегко живется людям с психиатрическими расстройствами, а о том, как группа молодых волонтеров не прошла мимо чужой беды, не просто озвучила существующие сложности, но и провела акции, благодаря которым был решен ряд вопросов. Да и просто пришли в гости к тем, к кому давно никто не приходит.